Хлопзевка хатырско телехопшца. Апско телехопшраджи рыцахцует апснахинкара хада ялхраеско айпылараква. Уртырхаку эртагзана кандидатша халшара рыму пабрия студия жон пабрес конференция кухрымепкара. Яхя хастара квартак гарцует апснахинкара хадарахе ха кандидат Леонид Запшпый, апснахинкара хадай хатыпу ирахе кандидат Виктор Хашпый. Здравствуйте, дорогие телезрители. Свою работу продолжает пресс-центр Абхазского телевидения. Сегодня у нас в гостях кандидат в президенты Республики Абхазия Леонид Запшпа, а также кандидат в вице-президенты Виктор Хашба. Мы начинаем свою работу в прямом эфире. Телехопшца. Ишкала харшует хзакнуqo апqara хадаква. Саат кишяшует соха эфирач хaqu. Ариам таялакзана журналист ферму балшара кандидатша азара курытараза. Эфир изыпчо амта ацара ялагует рабхизып азара инаргна. А телехопшца Шергиш экран курчиш вартахойт хатаймер. Агреб сус коллегаца хатырско хасасца взял шабит хашас хойт хастудиях усанавха рабхизып азара гихат саркарста куб сарайсы что за росипшико алшара жахарада шара хатала Леонид Юрий Паш на пызлака зарташукское зеге нысхот беуское министр яра абрехархартала реформа ква ерзжилум хау по кандидатша зеге зыцбухорхой сымшаге абре хархарта джа реформа квахта хубхо ау хатала шара апснахинкара хадас шалыр харшараш команда айхабыра хинини қалар ярбан шажако рабхазакны есбхегуашто рабхазад бишрачквас игашто хатал. Добрый вечер, уважаемые избиратели, кто нас слышит, уважаемые пресса, журналисты. Я пользуюсь моментом, случаем, хочу искренне от души поздравить вас. Вы недавно отмечали свой профессиональный праздник, но журналистика, пресса, ни одно государство, ни одно общество в мире, мы не исключение в нашей стране, без вас вы передаете, вы информируете, вы посредники, вы все, что происходит вокруг нас, в стране, в государстве, в мире, еще раз повторяюсь, вы это преподносите, передаете. Здесь должна быть, конечно, чистота, правдивость. Я ни в коей мере никого ни в чем не обвиняю. Вы на самом деле, здесь многие аксакалы, давно вы связали свою судьбу с такой замечательной профессией. И, как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вот, а на самом деле вы очень большую работу делаете. И в планах у нас, в первую очередь, поздравляю вас, у нас очень много в информационной политике, в информационных делах, усиливая, укрепляя, мы и внутри, и внешне выглядим, конечно, не очень красиво. Но у нас есть над чем работать, потому что мы должны преподносить всему миру, насколько мы хорошие, что мы не самые плохие на этом свете, что страна развивается, есть народ, многонациональная страна, у нас есть культура, обычаи и традиции. Хотел бы пару слов сказать, как мы проводим предвыборную кампанию, а потом на ваш вопрос перейти. Вы, если заметили, уважаемые избиратели, мы очень аккуратно, дружелюбно, в первую очередь ведем избирательную кампанию со своими избирателями, со своим многонациональным народом, и ни в коем мере мы своих оппонентов нигде никаких плохого не было сказано, откровенный разговор, чистота, порядочно такую предвыборную кампанию ведем. Ну и учитывая, что где-то с полгода тому назад, в 2019 году, в выборах я участвовал, мы в каждом уголке на этот раз не побывали по определенной причине. Вы давно, может, повторяемся, но еще раз хочу подчеркнуть это, вы давно просто устали
собирать людей, отвлекать вас. Во-первых, возможности, настроение. Очень много проблем у каждого избирателя нашего. И каждый раз его отвлекать на всевозможные встречи. Не было такой необходимости. Да, мы в 2019 году, если более 50 встреч провели, на этот раз мы где-то 5-8 до 10. Больше мы не стали беспокоить. Единственное, пользуясь вот еще раз через ваши каналы, через информационное агентство, мы говорим о своей программе, о своих делах, то, что, как мы думаем исправить сегодняшнее положение. А то, что вы задали вопрос, я коротко отвечу. В первую очередь, первые шаги – это объединить людей, народ. Для нас нету чужих, для нас нету кто в каком лагере состоял, кто с кем шел. И в одном, и в другом нас 3 кандидата, 3 штаба, очень удивительные, замечательные люди, знающие свое дело, профессионалов мы будем приглашать в случае нашей победы, оказания доверия нашим народам, избирателями. Мы на самом деле вот тогда полноценно на контрактной основе на 1 год декларируя свои доходы, свои, своих близких, родных, то все должно быть прозрачно. И в первую очередь, второе, мы, естественно, знающие дело, что такое силовой блок. Я также хочу обратить ваше внимание, где нету работы, особенно Министерства внутренних дел, там, где нету сотрудника милиции, там беспорядок, там хаос, к сожалению, там нету государства. Что мы и видим. Первые шаги наши будут. МВД, СГБ, Министерство обороны будут укреплены материально, технически. Заработная плата, вы знаете, поступает с Российской Федерации. Я этим в свое время занимался. Но, к сожалению, говорю, в бюджете ни 1 рубля. Вот сколько мы, 27 лет мы уже существуем, самостоятельно, свободная, независимая страна, Абхазия. Мы силовые структуры со своего бюджета, к сожалению, еще раз говорю, заработную плату не платили. Мы найдем возможности, повышая заработную плату, укрепляя, еще раз говорю, нацеливая на профилактику, на предотвращение вот всего то, что происходит в стране, мы нацелим их на конкретные действия, оптимизируя, приводя все в соответствие. И хочу, чтобы вы знали, эти 3 службы серьезные, они будут на такой пьедестал подняты, и авторитет, и уважение в народе будут пользоваться. Это мы будем все вместе делать с народом, потому что они выходцы все, никто извне не пришел. А самое главное, никаких спецподразделений, никаких службы государственных органов не будет, ГСО, ОМОНы, полки, они все будут в одно подразделение на конкурсной основе, отбирая, будет Национальная гвардия. Леонид Юрьевич, я уверена, что у вас будет возможность более детально обсудить эту тему еще раз. Если вы позволите, я предоставлю слово коллегам. Дорогие коллеги, представьтесь, пожалуйста, и слово вам. Добрый вечер, изидачане. Леонид Юрьевич, у вас большой опыт работы в правоохранительных органах, в МВД. Вы знаете проблемы этой структуры изнутри. Поэтому, конечно, мой вопрос к вам, я бы хотела понять все-таки детально, каким образом будет происходить реформирование правоохранительных органов. И хотела бы понять, что означает Национальная гвардия. То есть это 2 вопроса, которые имеются в вашей программе. Спасибо. Спасибо. Ну, на самом деле, я этому вопросу посвятил практически более 35 лет. Я знаю, как это делать. Знаете, не только МВД, СГБ, прокуратура, все силовые структуры, таможни, они все будут оптимизированы, они будут аттестованы в кратчайшие сроки. Необходимое количество людей только будут работать в этих ведомствах.
Для нашей страны необходимость такую армию держать, я имею в виду, нет надобности. Мы по каждому ведомству просто все приведем в соответствие. Это первое. Второе, что имеется в виду Национальная гвардия, это, знаете, у нас в каждом ведомстве есть полк внутренних войск, при мне я создавал, есть ОМОН внутренних войск, есть спецподразделения во многих силовых блоках, да? Есть ГСО при президенте, при правительстве для охраны высших органов государственной власти. Нет такой надобности. Мы все это оптимизируем в одно подразделение, будет называться Национальная гвардия. Никакой охраны, никакой, будет один помощник, пару охранников и все. Ни от кого меня в случае избрания, нас охранять, мы будем со своим народом напрямую общаясь, бывая на местах, вот так работать. Потому что мы в настоящее время очень много проблем из-за того, что мы оторваны от народа, не слышим, не видим друг друга. Очень много проблем, которые надо просто на земле, в городах и районах, в селах решать, напрямую общаясь и реагируя на любую обстановку в любом уголке Абхазии. Мы не такая территория громадная, можно за день объехать несколько районов и слышать, и видеть, и решать те насущные проблемы, которые задают наши люди, и то, что мы видим. Спасибо. По обеспечению Национальная гвардия будет заниматься по обеспечению правопорядка в стране. Массовые мероприятия, массовые зрелища, футбол, волейбол, игры будут, гости будут приезжать, выборные кампании, концерты, всевозможные мероприятия, проводимые в городах и районах нашей республики, они будут обеспечивать правопорядок. А Министерство внутренних дел, Служба государственной безопасности, остальные силовые структуры конкретно будут заниматься профилактикой и раскрытием, в первую очередь профилактикой, во вторую раскрытием преступлений. То есть заниматься будут целенаправленно каждый своим делом. Спасибо, коллеги. Манана Гургули, Абхазия Информ. В вашей программе, в той ее части, которая касается, скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, это возможно, учитывая, что все страны, входящие в эти организации, за исключением России, Абхазию не признают? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы были одним из активных участников майских событий 2014 года. Не будем вдаваться в подробности. И дальше, насколько мне известно, ваши взгляды изменились. Вы выступали с критикой экс-президента Хаджимба. Вот объясните, пожалуйста, с чем связано вот такое изменение взглядов, позиции? Ответь на вопрос, а потом я в своей части отвечу. Добрый вечер. Мне очень приятно сегодня здесь с вами общаться. Я хотел бы что сказать в отношении Евразеса и ОДКБ. Дело в том, что для того, чтобы нам в эти организации вступить, надо пройти, конечно, определенный этап. Первое. Я, как сейчас знаю, на сегодняшний день, по моей информации, мы являемся там как наблюдатели. Такая, по крайней мере, туда заявка, говорят, поступала. Я сейчас не могу это утверждать, но, по крайней мере, той информации, которой я обладаю. Но прежде всего, если такое не подтверждается, то это прежде всего надо этот шаг сделать. Используя нашего стратегического партнера Российской Федерации, мы обязаны все-таки каким-то образом по этому пути идти. Теперь то, что касается, если мы не признаны этими странами, которые входят и в ОДКБ, и Евразес, мы для того, чтобы туда вошли, нам надо, по крайней мере, идти по пути признания, чтобы нас эти страны каким-то образом, по крайней мере, к этому стремиться. Я считаю, первый шаг, который сейчас уже сделан, по крайней мере, некоторые страны нас признали, это, конечно, большой успех. А вот то, что касается именно стран СНГ, которые входят именно в эти организации, я считаю это стратегическим нашим направлением. И мы должны к этому стремиться. Если нам удастся этот шаг сделать, и удачно его сделать, я так думаю, то это даст нам, это будет начало, по крайней мере, той изоляции, которую вокруг нас создали.
Вот, собственно, Ну, такая я вот цель. пару слов добавлю. Слава Богу, у нас есть стратегический партнер Российская Федерация. Все мы свои шаги делаем через Россию. И, естественно, вы помните, наши предки, наши старшие мечтали к признанию, сколько мы шли. Всю жизнь мечтали, а многие это не увидели. Нас же признала Российская Федерация и многие страны. Поэтому нам в этом направлении надо работать. Экономическое ведомство должны заниматься своим делом. Естественно, мы будем через Россию, еще раз говорю, это вопрос всегда ставить и продвигать. А то, что касается 2014 года, я вообще с 2004 года я ни разу говорил, я не изменился, какой был всегда. Остаюсь Леонидом Дзажва. Я говорил, еще раз повторяюсь, приходя во власть, если народ окажет доверие, о прошлом мы не собираемся разговаривать, перевернув вот страницу чистую, объединяя, ставя рядом заслуженных патриотов, знающих свое дело, мы пойдем дальше. А знаете, беда в чем? Мы в последнее время не говорим правду друг другу. Я искренне на этот вопрос отвечу и благодарен вам, что вы мне это задали. Президента избирают народ. 3, 5, 10 человек, независимо от количества людей, если пришли к главе государства, он должен их принять, выслушать, если он не за пределами. Я много раз участвовал, когда по НДСу, помните, министр внутренних дел, я несколько раз приходил, работал с разными президентами, я им очень благодарен, кого-то нет в живых. К чему говорю? Я подходил к людям, хотя, может, и не мое это дело было, я спрашивал, по какому вопросу? По вопросам судебной реформы, по вопросам судебных решений и так далее. Я много раз самообщаюсь с людьми, которые пришли, особенно вот по НДСу, торговые работники, они очень такие дружные, очень много людей было. И когда я, выслушав их, и поднялся и к главе государства, и к премьеру, и все эти вопросы надо снимать, разрешать. А ту дату, которую вы называете, если глава государства пришел бы, а там не 10 человек было, не 20 человек было, пришел бы навстречу, если он пришел бы и пообщался со своим народом, с избирателем, я не думаю, а точно 100% убежден, что ничего такого не было. Вообще впредь нам ограждаться от людей, не видеть, не слышать, не отвечать их чаяниям, но лучше не идти. Как бы это горько не было, как бы это обидно не было, как бы это опасно не было. Для меня я опасности не вижу. Если люди пришли, хотят видеть своего министра, президента, главу государства, будь добрым, найди время, приди, пообщайся и так далее, и так далее. Спасибо, дорогие коллеги. Да, пожалуйста. Если позволите, Леонид Юрьевич, я хочу задать сразу два вопроса. Первым мой вопрос будет касаться отношений с Грузией. Как вы считаете, вообще в данный момент, в данный период, в данной ситуации, можем ли мы говорить вообще о каком-то взаимоотношении с этой страной? И второй мой вопрос, тут у вас в программе нефтедобыча чуть ли не отдельным пунктом выведена, и вы говорите о том, что можно принимать какое-то решение только после проведения референдума. Я хочу понимать, вы за добычу нефти или против? И как вы вообще относитесь к документам, подписанным по этой теме? Спасибо. Кто хочет вести диалог с Грузией, вот, пускай просто чисто по-человечески говорю, сходят, вот, пойдут на Парк Славы, на могилу погибшим, матерям погибшим, братьям, сестрам, которые остались без кормильцев, без многих близких родных. Это первое. У нас нет никакого договора о мире, о ненападении. Мы в состоянии войны. Я извиняюсь, что так говорю, но это так есть.
Поэтому, когда Грузия поймет, что они натворили на нашей земле, сколько человеческих жизней унесли, вот тогда мы будем садиться за стол переговоров. А если международные организации это делают, ну, из-за уважения ко многим, если где-то в Европе, в Америке участвуют, это сейчас процессы, я от того, что по-другому скажу, это процессы не остановишь, ну, надо разговаривать. Но напрямую с Грузией, с руководством Грузии, вы слышите, что они говорят, что они вообще предлагают нам. Мы свободная, независимая страна. И вот этим все сказано. Заключим договор, дальше будем, признают нас, дальше будем мы свои отношения выстраивать в правовом русле. Что касается нефти, продажи земли, добычи нефти имеется в виду, продажа земли и наших природных ресурсов. Это вопрос в компетенции нашего народа, многонационального народа. Те две команды, мои коллеги, многие идущие вместе с ними, и одна и вторая команда не отрицают они в своих выступлениях и высказываниях, что они идут добывать нефть. Значит, у них есть проблемы. Есть проблемы в личном плане, денежки, которые не в одну выборную кампанию, занимая у кого-то, перенимая, закладывая наши богатства, запасы. И сегодня это тоже существует. Вы прекрасно знаете, народ это прекрасно наш знает. Подкупая, приходя во власть, а потом начинают все, что у нас осталось, если наш народ этого хочет, вот пускай делают правильный выбор. Мы за то, что наши недры, полезные ископаемые, земля, природные ресурсы. Как мы используем свои природные ресурсы, это следующий вопрос большой. Это с удовольствием поговорим, если зададите вопрос. Эти вопросы – вопросы народа. Народ после выборов, мы в течение месяца, двух поставим этот вопрос на референдуме. Мы окончательно, этот вопрос поставим «нет». Наша команда, мы говорим, что это неприкосновенность, это богатство. Если это можно было делать 27 лет, вы помните, во время войны, послевоенный период, у нас даже горючий мне Владислав Григорьевич Арзенба, председатель Верховного Совета, наш верховный главнокомандующий, я ездил, несколько машин брал в Сочи. Просто извините, что за такой мелкий вопрос, несколько бензовозов бензина ездил к своим коллегам, они заправляли, правдами, неправдами через границу привозил. Я почему это пример говорю про это пример? Не о героизме, никакого героизма нет. Поехал, договорился, но мы даже в тех условиях, во время войны не тронули, после военный период не тронули. Какое богатство мы имеем, природа, мы этим должны гордиться. Нефть сегодня будем добывать, на суше, потом на море перейдем. Мы курортная страна, мы аграрная страна. Надо дорожить нашей природой и беречь. А народ этого не хочет, а мы тем более, поставив вопрос, закроем это на всю жизнь. Спасибо большое. Коллеги, есть вопросы? Да, пожалуйста. Сматсвежба, информационное агентство «Спутник Абхазия». Леонид Юрьевич, в ходе вашей предвыборной кампании вы не раз выступали в поддержку принятия закона о декларировании госчиновниками их доходов. Скажите, пожалуйста, и вы также утверждали, что он должен вступить в силу до президентских выборов. Президентские выборы на носу, закон все еще не принят. Как вы будете реагировать на это? Расскажите. То, что касается именно этого закона декларирования, она долго, мучительно, этот вопрос, этот закон рассматривается в парламенте. В обществе она постоянно циркулировала и в итоге, значит, была отложена. На сегодняшний день, вы знаете, что у нас произошел такой прецедент, небывалый, по сути дела, когда люди объявили голодовку у нас на площади. И она продолжалась не один день. Честно сказать, мы очень волновались за них. Мы туда приезжали не один раз, с ними общались.
И в итоге, значит, получилось так, что когда мы написали даже официальное обращение по этому поводу, мы обращались в парламент и настаивали на том, чтобы этот вопрос как-то разрешился. К сожалению, депутаты не все туда пришли, некоторые депутаты на самом деле пришли, пытались как-то людям объяснить, чтобы они прекратили эту голодовку. Ну, вы эту всю историю подробно знаете. В итоге под нажимом общественности, по сути дела, закон был принят наспех. Я считаю, что закон, вероятно, не совсем доработан. Но он больше носит даже на этом этапе такой, знаете, начальный этап. Может, если я скажу такой декларативный, наверное, это будет грубо, ну, примерно вот так. Я думаю, его надо доработать, чтобы он был рабочий, и он на самом деле работал. Но мы должны все-таки переходить постепенно какое-то на цивилизованное русло. Мы не можем так жить. Если весь мир, по крайней мере, цивилизованный мир такие законы имеет, и он их на самом деле не только имеет, но и исполняет. А у нас, получается, у нас его и не было. И самое, что удивительно, с таким трудом нынешняя власть, и до этого, которая была власть, и парламент, значит, никак не хотели этот закон, по крайней мере, доработать, его принять. Но они не говорили, что они не хотят его, они говорят «да», но и делать не делают. Да. Но если говорить немножко о этом моменте, связанном с акцией по голодовке, которая происходила здесь, это беспрецедентный случай, я считаю, на территории Абхазии, нынешней современной Абхазии. Они ставили не только этот вопрос, они ставили вопрос о недрах. Мы же подробно с ними общались. И я не удивлюсь завтра, если эти люди поставят этот вопрос повторно и выйдут туда не 3 человека, не 5 и не 6, а выйдет больше. Потому это просто-напросто, можно сказать, начало вот этого очень сложного процесса, который у нас в обществе будет происходить. Все правильно. Вот смотрите, я извиняюсь, мы по этому вопросу, очень много обращений было и так далее. Самое главное, когда эти молодые люди пришли к нам, мы на первом съезде с этого начали. От того, что закон принят, от того, что он не вступил для нас, для нашей команды, самое главное, что я хочу сказать, никакое значение не имеет. Мы с самого начала, в программе у нас это есть, идешь главой государства, идешь министром, премьер-министром, занимая определенную должность во властной структуре, декларируешь свои доходы. Это у нас в программе. Это наше мнение с самого начала, почему мы и поддерживали их, когда мы увидели одно, второе, третье, обращались. Декларируешь свои доходы близких, родных. Вы увидели, вот кандидаты в президенты задекларировали все, какое у меня богатство есть, что я нажил, я об этом никогда не думал. И кто что имеет, вот мои оппоненты. Не только это, на 1 год задекларировал, на 1 год на конкурсной основе, 2 раза в году выступая перед своими избирателями, какую пользу, находясь на данной должности, это тот или иной должностное лицо, министр и так далее, должностные лица по всей Абхазии, где бы он ни работал, что он сделал полезного. И 1 раз в году глава государства и вице-президент. Вот такой порядок. Естественно, мы оптимизируем наше правительство, параллельных структур, как в исполнительной власти, так и в администрации не будет. Глава исполнительной власти у нас в стране один. Глава государства, президент страны. Поэтому дублирующих и так далее. У нас есть этих квалифицированных молодых людей, многих работающих в правительстве, в администрации президента, в других структурах, есть куда направить. Мы этим, во-первых, и заработную плату поднимем. Много очень людей, более 18 тысяч для такой страны, как Абхазия, в государственном управлении, но нет такой надобности. Мы найдем применение, они будут пользу приносить, поднимая экономику, поднимая сельское хозяйство, поднимая многие направления молодежной политики. Во многих других направлениях они найдут применение и будут получать достойную заработную плату. Не 5-6 тысяч рублей, как сегодня. Леонид Юрьевич, напрашивается следующий вопрос. Очень много разговоров про ту же коррупцию, про борьбу с ней именно в предвыборный период. Часто эту тему поднимают сами кандидаты, но практика показывает, что дальше дело не двигается никуда. Вот интересно узнать, в случае вашего избрания появятся ли уголовные дела за коррупцию? Ну, я хочу прежде всего вот что сказать по этому поводу.
Если мы не будем реагировать на те, которые вещи происходят в экономике, коррупционного составляющей, где, по сути дела, везде присутствует, это всем известно. Если мы не будем на это реагировать, я говорю, в рамках закона, то я вам могу сказать так, результата не будет. Люди должны просто понять о том, что мы должны от этого, можно сказать, от этого зла, который разрушает, по сути дела, общество, разрушает психологию даже. Психологию людей разрушает коррупция. Люди начинают это воспринимать как, просто вот это как обычное явление. Куда не придешь, там, как бы, если не заплатишь, ничего не получится. Экономики никакой, как таковой, у нас, чтобы работающей экономики, которая развивается страна, где есть предпринимательский слой, который составляет основной, можно сказать, средний слой населения, не будет. Если все будет поставлено именно на то, что если не заплатишь, ничего не получится. Мы на сегодняшний день, я хочу чуть-чуть сказать еще, на сегодняшний день мы имеем такие вещи, когда с теми же паспортами, там разбираются, говорят, вот, как бы, столько-то паспортов выдали, потом их аннулировали, там кого-то привлекают, кого-то освобождают и так далее. Но я вам скажу так, вот когда это публично говорят, но порой вот на весь мир это слышно, становится просто стыдно. На такой небольшой стране, в которой такое количество паспортов было выдано, и они говорят, это было выдано, где была коррупционная составляющая, и в итоге, значит, сейчас его вот там рассматривают и так далее, там кого-то отпускают, кого-то не отпускают. Это говорит о том, что оно у нас очень глубоко въелось, и психологию нашу разрушило. Мы должны, вот знаете, как вот мы, Леонид Юрьевич потом, наверное, скажет, как мы хотим покончить с наркотиками раз и навсегда, и чтобы таким образом спасать наш народ, мы должны покончить и с этим. Они друг от друга большого отличия нету, я вам скажу так. Это уже, когда человека психология, это уже болезнь. Вот болезнь надо лечить. А лечить как? В рамках закона. Вот и все. Совершил человек коррупционной составляющей, что-то в нем есть, он должен отвечать. Ну, мы не можем иначе жить. Апсвара ардзвы, а коррупция. Но коррупция там, где нету порядка, нету дисциплины, нету контроля. С коррупцией за один день, за неделю это будет обман, но где сам глава государства, министры, любых рангов, должностные лица, где они будут, где будет чистота, где будет порядок, я вас уверяю, в подразделениях, в силовых структурах, с этим вопросом борьба будет очень серьезной, на высочайшем уровне. Потому что мы людей будем подбирать, я же говорю, должно быть все прозрачно. Будет специальный сайт создан. Любое ведомство по всей стране, во всех структурах, все, что делается, все, что зарабатывается, все, что приходит, и все, что будет тратиться на любые. У нас много проблем, у нас много отраслей, у нас много, что надо налаживать, охватывать. Все это будет, любой простой гражданин видит у себя в телефоне. И я вас уверяю, мы создадим общественный контроль. Вы посмотрите, в Российской Федерации, какая громадная страна, более 150 миллионов. Видите, в каких уголках? На Крайнем Севере, на Дальнем Востоке, где бы это ни было, как общественность работает. Надо на общественность опираться. Когда рыба, не зря говорят, с головы, все это должен в струну настраивать президент. Воля должна быть одного человека. И все это будет, да, будут воровать вначале, будут стараться. Но я, честно говоря, работая во многих силовых структурах, мои коллеги это знают, я ни одному человеку, вот вы говорите, уголовные дела, громкие слова, там, с видом на море многие обещали, а многие говорят, что через 3 года наведут порядок на дороге. Через 3 года нас многих не будет. Понимаете? Многих мы близких родных потеряем. Не через 3 года, а через неделю, через 2 недели порядок будет наведен по всей Абхазии. Не только на трассе,
Многие говорят о работе ГАИ. Нет, мы все на дороге, мы все в городах и районах, мы все пользуемся транспортом. Поэтому наши близкие, родные, мы сделаем за короткое время, чтобы головных болей не было у наших старших, у нас у всех, у нас близкие, родные. Мы не будем переживать. В парк вышел, на машине поехал, пьяный, уколотый или напился таблеток и так далее. Это все можно за короткое время остановить. И здесь и коррупция будет видна, и отношения, и дисциплина, и порядок. Закон для всех будет одинаков. Вы понимаете, вот мы 2020 год объявим Абхазия без наркотиков. А наркотики перевозят, простой человек не может привезти. Мы этому положим конец. А те люди, которые пораженные, уже вовлечены в это и вина наша, мы виноваты. Взрослые виноваты. Мы пока делим власть, а наши дети просто на парапетах куда? Мы их с улицы должны убрать. Но те люди, которые заболели, мы их должны лечить. Построим диспансер, все, что необходимо, условия должны создать. Надо их просто спасать. Леонид Юрьевич, еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, мы уже 35 минут в эфире. У коллег есть наверняка еще вопросы, предоставим им такую возможность. Манана Михайловна, слушаем вас. У вас в программе среди законов, которые следует принять, звучит и такой закон о приватизации земли. Что это означает и не противоречит ли это положениям Конституции Абхазии, по которой земля не может продаваться? Но что касается вопроса недров, нефти, добычи, продажи земли и природных ресурсов, наша команда говорит, нет, нельзя этого делать. И на референдуме народ Абхазии отреагирует. Вы знаете мнение, вы знаете, и мы знаем. Не ради популистской говорим, мы искренне это говорим. Это народное достояние. А зачем землю продавать? У нас прекрасный закон. Его просто надо будет чуть-чуть доработать. Гражданин любой страны приехал. У нас в программе этого нету, что вы сказали. Наоборот, нельзя землю продавать. Любой гражданин приехал, получает вид на жительство. Живет вместе с нами. Уточняющий вопрос. Живет вместе с нами. Год-два проходит, ведет себя прилично, помогает близким, родным, соседям, местному населению. У вас в программе указан один из законов о приватизации земли, поэтому я и спросила, что имеется в виду под таким законом. Я отвечу на этот вопрос, если можно. Конечно. Спасибо за вопрос. Значит, что хочу я сказать. Мы именно так вопрос поставили о законе, потому что мы считаем, на сегодняшний день такой закон, мы не исключаем, именно приватизация земли, именно в такой вот плоскости, такой вопрос будет поставлен. И вы знаете, если даже в Конституции у нас написано или не написано, это все решают люди, это парламент решает и так далее. Мы хотим на основе референдума, если это будет к такому решению мы пройдем, или, скорее всего, мы примем закон, который будет регламентировать в плане того, что да или нет. Вот в таком плане я вопрос ставлю. Мы почему это слово «закон» написали, это юристы еще будут работать, и парламент будет рассматривать. Дело в том, что высшей, будем так говорить, высшей властью у нас является это народ. Референдум примет решение, мы его, не просто она будет на бумаге, мы его рассмотрим, и мы примем соответствующий документ, соответствующий закон, который будет написан на регламенте, да или нет. Будет написано, что нет, значит нет. Вот таким образом. То есть я сейчас не хочу углубляться, я не юрист, но я могу сказать о том, что этот вопрос должен быть конкретно сформулирован именно в законе. Спасибо, коллеги. Да, пожалуйста. Я хочу сейчас связать две темы, которые поднимали мои коллеги. Это тема коррупции и тема нефтедобычи. Вот. В этой части меня, собственно говоря, интересуют ваши конкретные действия. Я говорю о компании Апсны Ойл, которая была, при создании которой явно использовалась коррупционная схема. То есть чиновники, используя свое служебное положение,
определили участок земли, который по оценкам ЦСИ оценивается в 20% территории Абхазии, и оформили этот участок на себя, я уже не говорю про скважины. Да? Мне интересно, вот вы, так как вы поддерживали ребят, которые занимаются как бы принятием, лоббируют принятие антикоррупционных законов, какие ваши конкретные меры будут как президента Абхазии в случае вашего... Да. Я еще раз хочу уточнить, мы поддерживали и будем поддерживать, но мы сами, в первую очередь, пока это все начиналось, у нас в программе, из первого съезда мы говорили, что нефть, земля, природные ресурсы – это неприкосновенность. Это через референдум. Леонид Юрьевич, я о коррупционной схеме говорю совершенно конкретно, какие вы меры вот смотрите, примете? Мы самое главное, чтобы туда не углубляться, страна, Абхазия, вот от этих договоров, создания фирмы и так далее, вот всей этой деятельности, работы, Абхазия никому ничего не должна. Это я с полной ответственностью говорю. Многие говорили, что там Российская Федерация через там, фирмы, там, организации якобы зачислили деньги. Нет. Рубль в бюджет наш до сегодняшнего дня не поступал. Поэтому после выборов мы этот вопрос вынесем на референдум. Этот вопрос будет... Он уже заморожен сегодня. И тем более мы ставим вопрос это так. То есть это вопрос просто движения вперед не будет иметь. Референдум прошел, этот вопрос будет заморожен. Никому не дано без ведома народа добывать или там заниматься нашими недрами. Люди, которые использовали служебное положение в своих целях, просто не понесут никакой ответственности. Мы будем разбираться будем. Все досконально изучая не только в этой области, в энергетической системе. У нас очень много проблем, очень много заблуждений вводят наших граждан. Я, знаете, зацепились за одно слово. Я вместо 700 миллионов киловатт сказал, чуть-чуть оговорился даже за это. А где наш свет? Что происходит с нашими реками, с нашими перепадными станциями, почему они не ремонтируются, почему Сухумгэс не работает на население, на народ. У нас много других возможностей. Ток-то вырабатывается, а куда этот ток уходит? Мы эту систему очень тщательно изучим, и мы там наведем порядок. Мы почему и говорим, первое время мы должны на 50%, это твердо мы говорим, освобождаются пенсионеры, малоимущие, то есть участники Великой Отечественной войны и так далее, льготники, пока на 50%. Когда мы с этой отраслью разберемся, мы дальше пойдем. Вообще крестьян мы должны, производство, предприятия малые, только они будут платить, остальное население Абхазии должны быть освобождены, потому что энергоресурсы у нас в стране. Поэтому этот вопрос только так будет решаться. То, что делается сегодня, это безобразие, надо останавливать. А там молодые люди, которые, пользуясь, да, образованные, грамотные, там на разные темы разговаривают, то уровень воды падает, то поднимается. Теперь не наши говорят, а с грузинской стороны этот вопрос комментируют. Мы понимаем. Лучше пускай ответят. И многие, которые идут во власть сегодня, где, почему столько майнингов, ферм на Сухумском ГЭС, на Ингурском направлении, уже больше сотни тысяч. Вы понимаете, что происходит? Просто про больше сотни. Да, больше сотни. Понимаете? Свет какой мы получаем в наших сетях. И наш ток не постоянный. Знаете, то мы употребляли 4,6 миллионов киловатт, да, в сутки. А теперь мы на 10 миллионов ушли. Вот 4 миллиона киловатт в сутки, вот майнинги забирают. Мне многие говорят, избиратели, сейчас очень много людей этим занимаются, это все в карман идет. Многие люди, ты их от себя отворачиваешь, не будут голосовать. Да мне не нужны голоса такие. Я говорю то, что не надо обманывать нас, наш народ.
холодильники, телевизоры. Посмотрите, какой мы свет получаем. А почему это переток? 600 миллионов. Это самая большая сумма за все периоды. А вы знаете, с 2016 года, с конца, я тоже цифрами владею, я тоже знаю, я здесь живу, как и вы все. С 2016 года по сегодняшний день, самое большое, это 600 миллионов в 2020 году, 1,5 миллиарда. А ток почему российский? Потому что он лучшие качества, и майнинг фермы, они лучше работают. И хорошие денежки зарабатывают. Это все пойдет на поднятие уровня жизни нашего населения. Самое главное, мы освободим, кого положено, от уплаты. Остальное будет направляться на пенсии каждый месяц. Мы уже стыдно, о 500 рублей говорит. Каждый месяц индексация должна быть по 1000 рублей. Каждый месяц на лекарственные, на санаторные, курортное лечение, на помощь инвалидам, семьям погибших. У них кормильцев не осталось. А мы о мире, о дружбе, об общении, о диалоге с грузинами говорим. Раны свежи. Рыбьёка есть татачи, есть семьи, которые еще свои тела, своих детей, сыновей, родственников еще не нашли. Без вести пропавших. Леонид Юрьевич, я вас правильно понимаю, что за счет майнинг фермы вы хотите поднять экономику Абхазии, нет, сделать свет бесплатным? Я имею в виду в этой отрасли. И справедливости ради нужно отметить, что пенсия абхазская уже давно не 500 рублей. Пожалуйста, время идет. Время наше идет. Речь не об этом идет, что мы хотим это направление развивать. А на чем поднимать, я отвечу, пожалуйста. Нет. Дело в том, что не об этом речь идет, а о том, что, значит, майнинг фермы эти использовать и для поднятия экономики Абхазии. Мы сейчас говорим не об этом. Мы сейчас говорим о том, что необходимо оптимизировать потребление электроэнергии на сегодняшний день. Электроэнергия, которая вырабатывается в Абхазии, она должна идти именно на развитие экономики и на потребление людей. Это в первую очередь. Вот. Все дополнительные, которые нагрузки энергетика испытывает на сегодняшний день, это, на наш взгляд, это недопустимо. Вот. Это должна быть первая задача именно та. И второе, необходимо делать реконструкцию и приведение в состояние нормальное, чтобы она функционировала, сама энергетическая система. Мы это и написали. У нас в нацпроекте, мы здесь написали себе, у нас есть пункт нацпроект, в котором написано то, что восстановление малых электростанций и вот этих перепадных ГЭС. Там их 4 перепада. Головная станция, она 220 мегаватт. Вот. Она вырабатывает весь этот комплекс вообще на 700 миллионов киловатт-час. Ну, для того, чтобы его восстановить, необходимо, чтобы этот процесс хоть как-то шел. Мы сейчас говорим о том, что на переток электроэнергии, которую мы получаем с России, в этом году мы потратили, наверное, больше 600 миллионов рублей. Это самая большая сумма. А за этот период времени больше 1,5 миллиарда. Нас, естественно, этот вопрос никак не может не затронуть. Она нас затрагивает. А мы говорим о том, что нам необходимо энергетику свою приводить в порядок. У нас даже высоковольтная линия, которая с Ингургеса идет, она наладом дышит. Это можно создать комиссию. Мы и написали себе здесь о том, что надо создать комиссию серьезную, компетентную и проверить финансово-хозяйственную деятельность и состояние вообще энергетики в своем техническом плане. Я не хочу говорить, что Черноморэнерго ничего не делает. Естественно, они работают. Если бы они не работали, вообще бы света не было. Но мы сейчас говорим о том, что необходимо иметь программу для того, чтобы его восстановить, и чтобы этот переток мы не брали. Потому что вот эти перепадные ГЭС, их надо привести в порядок. А малые электростанции, они всегда локально снимали снабжение электроэнергии на местах. Они-то практически, можно сказать, вот за исключением, вот Сухумгес сделали, Новом Афоне работает мало, и еще кое-где. Остальные-то, в принципе, они находятся ни в каком состоянии, их просто ими никто не занимается. Виктор Шавилович, я очень извиняюсь, у нас 12 минут, у коллег еще есть вопросы. Пожалуйста. К своему стыду я только вчера узнала о том, что в Абхазии нет закона о ветеранах. Вообще, насколько вы считаете, Леонид Юрьевич, он нам нужен или нет? И сразу задам очень короткий вопрос. Мне хотелось бы знать ваше мнение. Значит, вообще у нас так заведено, что как только происходит какое-то резонансное преступление, сразу вслед за ним активно все политические организации делают разные обращения, заявления. Но вот
весь парадокс в том, что они это публичное заявление делают только тогда, когда в этих преступлениях подозревают либо сторонников, либо там единомышленников одного из кандидатов там, или какой-то политической силы. Леонид Юрьевич, как вы считаете вообще, насколько политики должны высказывать или, может быть, не должны высказывать свое отношение по поводу происходящих в стране преступлений? Ну, я с последнего вопроса начну. Что значит политик не должен комментировать? Мы такие же граждане. Такой же ты глава государства, избран, ты гарант Конституции. Где бы ты ни находился, ты должен ответственно относиться к тому, что происходит в стране. А как не влиять, как не комментировать, как не говорить о тех событиях, то, что происходит, тем более с такими громкими уголовными делами. Как это? Во-первых, политик должен это на контроль брать, свое мнение должен говорить и реагировать, и отслеживать это в своей деятельности, где бы он ни находился, чем бы он ни занимался, как это расследование идет и до логического конца доводит или нет. У нас мода, знаете, вот последнее время, вот шоу мы любим. Знаете, едем на встречи, 100-150 человек с собой, 20-30 машин, куда приходит 10-15 человек. Для чего мы это делаем, скажите? Вот молодые, которые жизнь не видели, да, это им нравится. И вот точно так же в подаче информации. Я вот когда поздравляю искренне, когда я вам говорил, на самом деле, дорогие друзья, если мы, это не ваша вина, если мы не договоримся, если мы не придем к одному, а мы будем договариваться и говорить друг другу, друзья, давайте давать информацию правдивую, с первых уст. Они вот устраивать, понимаете, уже люди не знают, чему верить, кому верить. Есть официальные структуры, есть пресс-службы, есть пресс-служба главы государства. В любом ведомстве, в общественной организации есть. Журналисты вы всегда, вот здесь я не зря говорил, вот искренне говорю, вы носитель чистоты этой информации, этой правды. Потому что людей в мире с ума свели. Вот посмотрите, сколько молодых людей жизнь заканчивает самоубийством. Через интернет, через вот просто молодые люди. У нас много, я даже по фамилии могу десяток назвать за последние полгода. Политик, человек, гражданин Абхазии, не говоря уже о должностных лицах, слушайте, не то, реагировать надо, выезжать надо, спрашивать надо, останавливать людей надо, которых и надо всех должностные лица не должны вмешиваться в работу правоохранительных органов и в работу журналистов, которые подают подачу. Вот это дозированно такие вещи нельзя делать. Вот, а первый вопрос какой был? Закон о ветеранах. Вот знаете, что касается не за то, что мы такие, мы вчера прошли войну, столько жертв, столько человеческих жизней, до сих пор матеря, вот просто мы все не можем отойти. Мы когда идем с чистой совестью, душой должны идти, мы ничего хорошего пока ветеранам. Я не говорю о законе, просто ветеран, участник Великой Отечественной войны, а орденоносцы, они должны просто, это наше подрастающее поколение, молодежь при чем? Просто они должны воинов знать, ветераны должны, семьи должны знать, в школах, в садах, с 1 класса, должны в каждом районе, селе, мы это все реанимируем. Воин, защитник должен быть на пьедестале. В советское время, слушайте, были кумиры, были пионерские организации, комсомольские, партию и так далее. Для чего вот эти все это было создано? А у нас, слава Богу, есть герои. Мы такую историю новейшую имеем. Мы через что прошли? И какие подвиги совершали наши сестры, сидящие, вы какой героизм проявляли, и о каком законе, я извиняюсь, несчастно мы должны говорить. Не то, что закон, просто везде должно быть, любой ветеран пришел, и я считаю, пришел в любое ведомство, любую организацию, должны, отрываясь,
Это с любым гражданином должны, отрываясь, узнавая его чаяние, с чем он пришел, моментально надо решать. Если нету на этот период, то потом, приходя к нему, находя его, не забывая. Понимаете, мы до того, да, у нас скромные возможности, но у нас возможности мы найдем. У нас курортная сфера впереди. У нас много предприятий, организаций, малый, средний бизнес. Вы видите, как мы угробили его с вводом этого НДС. Мы этих людей, знаете, в общем, я могу назвать пару тысяч предприятий, организаций, мелкий, средний бизнес, да, которые просто построили, работают, и в казну рубль не поступает. За исключением, потому что мы, что говорим, за каждое слово отвечаем. И сегодня, и завтра, за исключением, есть в Рязанском национальном парке несколько объектов, которые незаконно, они не должны быть там. Остальные я и предлагал экс-президенту, и сегодня говорю, у нас ближе, вот только и проинвентаризировав, только узаконив, пригласив главу администрации, в Гагрской зоне, в Гудаутском районе, в Сухумском районе, во многих районах, пригласив, дав конкретный срок определенный, эти гостиницы мини оформив, и денежки до 3-5 миллиардов спокойно придут в казну. Потому что эти люди и так платят. Они с удовольствием, они такие же патриоты, они с удовольствием заплатят бюджет, и они будут знать, что их налоговые отчисления, то, что они платят, идет на пенсии, на заработную плату, на жизнь, для улучшения уровня жизни нашего населения. Вот так потихонечку все будет Леонид Юрьевич, у накапливаться. нас 5 минут. Я, если вы позволите, задам заключительный вопрос. В народе вас считают министром внутренних дел, при котором был порядок на дороге. При этом с вашим именем связывают еще один такой интересный факт. Считается, что в период вашего министерства, вашей работы было роздано большое количество оружия и дано разрешение на ношение этого оружия. Имел ли этот факт место? Если да, то с какой целью это было сделано? Прокомментируйте, пожалуйста. Интересный вопрос, да, очень хороший. Во-первых, не только, еще раз повторяюсь, не только на дороге это было видно, да, на дорогах это лицо. ГАИ, Государственная автомобильная инспекция, от ПСО до ИНГУР, это лицо государства, люди приезжают, мы все за рулем в городах и районах, поэтому особое внимание надо уделять. Не только работе ГАИ, мы уделяли мою бытность не раз, не два, и послевоенный период я это 3 раза делал в нашей стране, в республике. Знаете, на профилактику преступлений в городах и районах, во время курортного сезона меры принимались правильные, нужные, и к нам отдыхающие приезжали с удовольствием. Происшествий таких не было. Вы знаете сегодня, что происходит? Более 100 человек погибают в году. На трассе более 100 человек. Это страшные цифры. Жизнь заканчивается самоубийством. Знаете, это все надо останавливать. У нас мало времени, да. Я хотела бы услышать ответ. А насчет наградного оружия. Законом, да, я всегда говорю, законом дано право министру внутренних дел награждать наиболее отличившихся, заслуженных людей оружием. Я с удовольствием награждал, и будет у меня право и завтра, и послезавтра, с удовольствием это буду делать наиболее заслуженным людям. Это первое. И другое хочу сказать. Я многим президентам, с кем работал, говорил и говорю. Не родился тот человек, который изъял оружие у Абхазии, у всех. Тем более у абхазов. Это первое. Второе, что я хочу сказать. Есть мировая практика, чтобы вы знали. Чем больше оружия на руках, оружие, конечно, должно быть зарегистрировано. Там это зарегистрированное оружие не стреляет. Поверьте моему опыту, можете поинтересоваться, потому что оружие должно быть на руках, оно должно быть зарегистрировано. Есть правила хранения, есть правила ношения, поэтому у нас закон неплохой, совершенствуя, я еще раз говорю, узаконивая то, что имеют, люди должны регистрировать. А кто заслуживает и кто нуждается
кто хочет иметь оружие, заслуженные люди, я их награждал и буду награждать. С удовольствием. Спасибо большое. Коллеги, если есть один вопрос, очень коротко, у нас 2 минуты. Я обращаюсь к избирателям, пожалуйста. хочу вот что сказать. Я много, как и вы, знаю чаяние наших избирателей. Вот если мы проголосуем, и знаю информацию правдивую, если мы проголосуем за Леонида Юрьевича, опустит ли его президентом, допустит ли его к управлению государством, мы идем служить народу, естественно. Вот такие вопросы среди избирателей, среди народа возникают. Я хочу, обратившись, сказать вам еще раз. Народ – носитель власти. Если народ избирает того или иного кандидата, в том числе речь идет обо мне, если народ окажет доверие, и одна, и вторая команда с удовольствием этот выбор людей, я знаю 100%, и в штабе Бжани, и в штабе Адгура Арзамба, что они с удовольствием воспримут эту информацию. Но если по-другому, я и хочу предупредить, чтобы вы знали, чтобы моя совесть чиста была, если произойдет по-другому, у обоих команд очень много взаимных претензий, очень много вопросов, и это тянется давно. И мы можем просто скатиться к нежелательным процессам. Я просто говорю заранее, поэтому я прошу людей, вот более 30% не идут на выборы. Это простые люди, которые разочаровались во всем. Я вот призываю их, чтобы они пришли на выборы и проголосовали, сделали правильный выбор. Если они не придут, не проголосуют, их голоса займут другие люди. Поэтому, чтобы потом мы не жалели ближайшие 5 лет, что как голосуем, так и живем. Кого заслуживаем, того имеем. Поэтому выбирайте правильно. Извините за такой откровенный разговор, но уже пора заканчивать. Свои, чужие. Для нас нету своих, чужих. Мы идем прямо. Голосуйте смело и не бойтесь. Спасибо. Мы придем и наведем порядок. Спасибо большое. На этом наш час эфирного времени завершился. Я вас благодарю за ваши ответы. Дорогие коллеги, спасибо вам большое за вопросы. Пресс-конференция Хыркшоп, это был Пихахов Шозиге, я его хайп шараконца. Так,